Руслан, недавно для себя с удивлением узнала от психологов, что буллинг, оказывается, начинается с детского сада. Понимаешь, даже с горшка начинается буллинг. А вот апогей своего достигает как раз к подростковому возрасту. Слушай, ну странно, что ты в своем возрасте об этом с удивлением узнаешь, да, но вот буллинг, о котором ты говоришь, в переводе на русский это просто травля, да, он существует в той или иной степени в любом закрытом социальном коллективе, начиная действительно от детского сада и там заканчивая там армейской казармой. Ага, да? и ты считаешь, что это нормально, да? Давай скажем, что мы таким образом тренируем стрессоустойчивость, выход из конфликтных ситуаций. Ну, слова про стрессоустойчивость это вообще какой-то бред и пурга, но на самом деле надо различать разные степени вот этой вот подростковой жестокости и буллинга, да. Одно дело там дать какую-то там прозвище, там обидную кличку, другое дело довести ребенка до отчаянного шага. Нет, Руслан, не дай бог до самоубийства. Руслан, это одно и то же. Любой буллинг начинается вот с какого-то одного слова, понимаешь? Об этом тебе любой психолог скажет, что у любого буллинга есть своя предыстория, которая может длиться годами. Просто очень печально, что в последнее время вот это вот явление приобретает характер 9-го вала благодаря соцсетям и интернету, потому что вот эти подростки, они выкладывают свои издевательства над какой-то выбранной жертвой, да, снимают на видео, выкладывают в соцсети, и это набирает тысячи, десятки тысяч просмотров. И давно уже пора об этом явлении, как буллинг, травля, говорить откровенно и честно, иначе с этим ничего не сделаешь. Давай сегодня поговорим об этом с компетентными людьми, которых мы пригласили сегодня в студию. Давай. Тут кричали мы за их голову, дадим деньги. Это не просто буллинг был, это был терроризм. Раздули такую шумиху без каких-либо вообще доказательств. Я, в общем-то, спасал его, отвязывал. За это немножко тычков получил. А на жертву всегда найдется садист. За буллинг в ответе все-таки педагогический состав, а не родители. Администрация школы. Самое важное – 3 восклицательных знака. Видео из Стерлитамака про то, как дети якобы истязали щенков, взорвало башкирский интернет. Тут же нашлись те, кто указал данные подростков в соцсетях и призвал их жестоко покарать, а заодно и их родители. И началась настоящая травля, кибербуллинг, как сейчас модно говорить. Пока правоохранительные органы начали проверку, общественное голосование уже успело осудить мальчишек. Зуб за зуб, жестокость за жестокость. И призывы звучали не от сверстников, а часто от взрослых людей. До физического самосуда, к счастью, не дошло. Ситуацию сейчас держат под контролем и полиция, и общественники. По прошествию времени сегодня уже понятно. Эта история не только и не столько про жестокое обращение с животными, щенков невероятно жаль, сколько про зверское отношение друг к другу. И что самое страшное, к детям. Посмотрим сюжет. Светлана Аврамчук открывает и читает очередное, 100-е по счету письмо с проклятиями. Мол, вы, учителя, воспитали настоящих живодеров. Интернет-травля коллектива школы номер 8 города Стерлитамака началась в конце сентября, когда в соцсетях появились вот эти страшные кадры с изуродованными телами щенят. Вот в пасть засунуть каждому. Морды. И так же вот здесь мордочки прям видно, что изуродованы. Надо к директору прийти и показать это видео. В комментариях к видео зоозащитники категорично заявляют, что щенки умерли насильственной смертью от рук учеников именно 8-й школы. Тут же в комментариях появились имена и фамилии предполагаемых живодеров. В этом черном списке оказался и первоклассник Ваня. Соцсети разразились проклятиями и даже угрозами в адрес и детей, и родителей, и педагогов. На следующий день возле школы начался пикет с требованиями немедленно наказать детей. Толпа требовала выдать живодеров. Как это вообще представляли, что мы выведем им детей, что ли? И они их начнут что делать? Убивать, терзать. Мы находились в какой-то осаде, вы знаете, это можно было сравнить с захватом. Тут кричали мы за их голову, дадим деньги. Это не просто буллинг был, это был терроризм, акт терроризма по-настоящему. Автор той обвиняющей публикации Лиана Майер уже через день разместила в соцсетях опровержение. Наша ошибка была в том, что мы раздули такую шумиху без каких-либо вообще доказательств. То есть просто были трупы щенков. Ну да, по экспертизе по какой-то там насильственной смерти часть из них умерла, а в итоге видео и вообще прямое доказательство к детям так и не обнаружили. Родители детей, обвиненных в интернете, сейчас требуют у правоохранительных органов найти и наказать клеветников и тех, кто распространил персональные данные. По факту жестокого обращения с животными МВД завело уголовное дело. Идет расследование.
Наверное, нет ни одного человека в России, который бы не вспомнил истории травли в школе, или, как ее еще сейчас называют, буллинга. Кто-то издевался, кто-то был жертвой, а кто-то просто наблюдал. Время идет, а в учебных заведениях все так же страдают дети. Причина для этого может быть любая, как и способ выражения. От высокомерия и обидных комментариев в соцсетях до кровопролитных драк и уголовного дела. То, что не только гражданские активисты и психологи, но и государственные мужи и правоохранители стали публично признавать буллинг серьезной проблемой, уже большой шаг вперед. До недавнего времени, да зачастую сейчас, педагогические коллективы просто занимают в таких случаях круговую оборону с целью не выносить ссор из избы. От обидного прозвища до публичного унижения, где эта грань между хамством и правонарушением? Кто виноват в травле и что делать, если это происходит с вашим ребенком? Какие меры профилактики подростковой жестокости возможны и необходимы сегодня? Обо всем этом мы с Алсу Сликаевой подробно поговорим сегодня в студии программы «Честно говоря» с нашими гостями. Итак, Милана Скоробогатова, уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан. Отец Виктора в миру, Виктор Иванов, настоятель Свято-Пантелеймоновского храма, руководитель отдела военно-патриотического воспитания Уфимской епархии. Марина Никитина, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Республики, и Ирина Хох, главный внештатный психолог Минздрава Республики и заведующий отделом психологического сопровождения и профилактики Республиканского клинического центра Минздрава РБ, кандидат психологических наук. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Милана, в последнее время действительно на высшем уровне признается наличие проблемы буллинга или в переводе на русский травли, особенно в школе. Скажите, а как часто к вам поступают подобные жалобы и насколько это серьезная проблема? Проблема на самом деле серьезная. Я уже неоднократно говорила, что за последние годы обращения к уполномоченному именно по этой теме возросли в разы. И вот за 10 месяцев этого года это более 50. Да. Ирина Рудольфовна, скажите, а вот к вам увеличилось количество жалоб вот именно по буллингу? У нас есть отдельно детское отделение, и отдельно у нас есть подростковое отделение, где-то с 15 лет принимаем и до 18. Да? И я скажу, как в детском отделении, так и в подростковом отделении идет увеличение именно таких случаев. Как психологи могут помочь вот в этой ситуации, в реальной ситуации, в такой жизненной? Ну, во-первых, мы рекомендуем тем, кто обращается, именно устанавливать такой союз с классным руководителем и администрацией. Почему? Потому что ответственность за психологическую безопасность в классе несет только классный руководитель. Это слабость его управления. Если он не управляет коллективом, места пусто не бывает, то находится какой-то неформальный лидер, он может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус, и он принимает управление на себя. Я родителям говорю, вы обращайтесь, пожалуйста, к классному руководителю. То классный руководитель принимает очень простые формальные методы. Поговорить с агрессором, поговорить с жертвой. Это не решение вопроса, это буллинг-класс. И работать нужно именно с группой. Насколько я понимаю, в моей практике, допустим, да, практически никогда родители тех детей, которых обвиняют в преследовании кого-то, не признают, что это их ребенок в чем-то виноват. На мой взгляд, нужно тонко педагогически говорить. Вы знаете, школа конечная, но те качества травли другого человека, вот это непризнавание инаковости, они к родителям потом будут обращаться. Ведь эти дети останутся детьми и с родителями, и это вместе с закрепленными качествами будет переходить в различные сферы. Это может быть сфера профессиональная, тогда мы будем называть либо харассмент, это сексуальное домогательство, либо моббинг, это именно вот такая травля уже производственный коллектив. Ну, это может быть и по отношению что в этом к случае родителям. делать? Менять образовательное учреждение? Нет. Нет. Если здесь такая практика, смотрите, менять образовательное учреждение. То есть ребенок, который сформировал установку жертвы, он будет все равно, переходя из класса в класс или в другое учреждение, вот эту установку демонстрировать. А на жертву всегда найдется садист. Мы говорим сейчас о психологических, конечно, Я ролях. бы согласилась, но мне кажется, очень важно понимать, что это частный случай. И в некоторых случаях очень хорошо работает практика перевода. Все усложняется, когда дети становятся
заложником неких манипуляций, держания Взрослых. дисциплины, изгнания или выталкивания ненужных. Насколько важно действительно, как контролирует ситуацию внутри образовательного учреждения администрация образовательного учреждения? самое Насколько главное. это самое одно из важное? Это самое важное, 3 восклицательных знака. Если процесс пущен на самотек, там в этой школе может случиться все, что угодно. Всё, что угодно. За буллинг в ответе все-таки педагогический состав, а не родители. Администрация школы. В принципе, у нас все общество заражено, вот, и в течение многих лет все общество в плане нравственности опускали ниже плинтуса, а потом, когда увидели, что получилось, делают попытки принимать какие-то законы, сдерживающие то, что получилось. Понимаете, семья говорит, школа должна делать, школа говорит, семья должна делать, а в результате мы упускаем самое главное – это воспитание. Воспитание должно начинаться в семье и продолжаться в школе. Спасибо, мы вернемся к разговору через несколько минут. Общественная палата Башкирии весной этого года провела специальный опрос, итогом которого стал вывод, что 60% респондентов хотя бы раз в жизни сталкивались со школьной травлей. Но безо всяких опросов мы понимаем, что охват в той или иной степени практически 100%. Ведь от буллинга страдают не только жертвы, но и наблюдатели, потому что им приходится делать выбор совести – встать на защиту или закрыть глаза. Послушаем истории из детства от известных людей республики. Я сама как-то в школьном туалете, учась в 9 классе, подралась со старшеклассницей как раз из-за того, что она пыталась оказать на меня давление. Ну, я ей не нравилась по каким-то причинам, она не нравилась мне. И вот так слово за слово у нас с ней возникли разборки. И это была такая небольшая двухминутная драка в туалете, результатом которой стало ее понимание, что я не поддамся на, говоря современным языком, на этот буллинг. Я даже один раз, вот хорошо помню, заступился парень, его, по-дружески, может быть, в игре привязали к столбу, кидали в него кусоками там глины, камешками. Ему было, конечно, неприятно. Я, в общем-то, спасал его, отвязывал. За это немножко тычков получил. За что они его привязали? Да ни за что, просто так он проходил, он был из той улицы, не нашей. Это было, наверное, лет 12, мне 13, там что-то такое. Я, конечно, житья не давал. Сначала это были вот эти истории, там, какой-то новенький парень пришел, и я вот его там пошпынял. Словес? Нет, никогда, никакого физического контакта я, если честно, вообще никогда. Потом я переключился уже на учителей. И я стал троллить учителей, потому что мне казалось, что я умнее, что они ничего не знают. То есть, там сказали, что все, пионерская организация прекращает существование. Я тут же демонстративно растоптал галстук. Давайте мы все-таки пойдем, чтобы понимать широту проблемы, кто в буллинге участвует. Это может быть среди несовершеннолетних, как одного возраста, либо старше и младше. Это вот одна категория. Второе. Когда возникает травля, педагог, ребенок, но самое парадоксальное, и дети, педагог. Бывает и Дети такое. обижают педагогов. Да, И когда педагог не знает, как с этим демонстрируют эти модели. И я вам скажу, что ко мне приходила группа учителей достаточно известной школы города Уфы, которая говорила: Милана Маратовна, вы все время говорите, что мы некорректны по отношению к детям. Но что делают с нами дети? И четвертая группа, когда родители учиняют травлю ненужных детей в классе. Вот таких случаев с годами стало... на что-то, да? Вот эти не случаи. такой, не так себя ведет, не то материальное положение семьи, ребенка и так далее. То есть, опять же, по некому признаку. И это тоже имеет место быть. В советское время тоже были драки, в советское время тоже было унижение. В школах, вы все учили в школах советских, вы помните, что там было? Я помню, что там было. Лично я прошла в советской школы неоднократно через Просто это. сейчас И была сторонним это снимается на наблюдателем видео этих еще. процессов. Понимаете, сейчас человек пытается чем-то самоутвердиться в обществе, но он не знает чем, и он не умеет, ему взрослые не подсказывают, и он пытается за счет унижения другого самоутвердиться, выложить в интернет: смотрите, как я могу. Понимаете, это проще всего сделать. И он делает то, что легче. Кстати говоря, о соцсетях и интернете, да, насколько это влияет на все это явление? Очень сильно влияет. Каким образом? Это, понимаете, выдается образец для подражания. Вспомните хороший фильм «Человек с бульвара Капуцинов».
когда показывали добрые фильмы, этот кинопрокатчик, и все стали вежливыми, уступать место стали. Пока он уезжал, приехал другой кинопрокатчик и стал показывать боевики. И люди вернулись к своему бывшему образу жизни, они стали друг друга бить. Вот здесь то же самое. Понимаете, у нас сейчас нет героя, на которого дети бы равнялись. Нет такой возможности у государства, как раньше, в каждой школе держать инспектора. Нет. Очень неограниченное количество сотрудников. Но в то же время в школе очень мало мужчин. И, соответственно, перед детьми очень мало авторитетных мужских примеров. Вот, и женщины зачастую не справляются с ситуацией. Вот что об этом можно сказать? Вот сейчас мне Милан Маратовна может, конечно, прибить, вот, но все-таки. Я тоже не очень занимаюсь. Но все-таки. А вы подставите другую щеку, как и положено. Я не такой смиренный человек, чтобы щеки подставлять. Значит, смотрите, в чем проблема. У нас, опять же, поменялись приоритеты в семье. У нас сейчас, к сожалению, к моему большому уважению к женщинам, но у нас женщина стала на первое место, даже не на первое, она на второе. На первом месте ребенок, на втором женщина, а мужчина где-то там в подворотне валяется. Так вот, в идеале должен быть ответственный глава в семье. Это мужчина, который весь удар на себя должен брать, который отвечает за все, что происходит в этой семье. Он должен отвечать за воспитание своих детей. Он должен беречь свою женщину. И вот этих детей, которые родился, он должен прокормить, научить, воодушевить, стать для них примером. У нас этого не хватает. Педагог изначально должен быть, опять же, мужчина. У нас сейчас преподаватели ОБЖ и те женщины в своей большей части. Но в этом же виноват прежде всего мужчина сам, что у нас мужчины стали инфантильны. У нас мужчины, за добрым исключением... Но в этом виноваты женщины, да, потому что они воспитали таких сыновей. В этом нынешние мужчины очень сильно виноваты. Я их ни в коем случае не оправдываю. Хотя женщины тоже в этом постарались. Понимаете, здесь как бы замкнутый круг. А может мужчинам все-таки сказать, Стоп. Так, мужики, давайте будем мужиками. Мужчинам ничего не скажешь. Мужчины сегодняшние это инфантилы. Сами они должны сказать. Понимаете, почему? сегодняшние мужчины инфантилы. Их нужно пинать и бить, чтобы они... Кто это должен делать? Другие настоящие мужики. Вот сейчас в интернете... Если мы все опять пинать продолжение, и бить, мы продолжение, мы сейчас договоримся до буллинга мужчин, до верного буллинга. Да. Вот в интернете есть очень много спортсменов, которые являются хорошим образцом для подражания. И они говорят, я не пью, я не курю. И сейчас вот пошла тенденция к здоровому образу жизни. К вам, когда обращаются подростки с подобными проблемами, вы что делаете? Что они становятся жертвами, что вот их обижают. Что вы им советуете? Как вы в это вмешиваетесь? Советую сначала поговорить с родителями, потом поговорить с учителем. У нас, кстати, был такой момент. Один мальчик, его впятером били. Каждый день после школы его избивали. Вот, я говорю, поговори с родителем. Говорил. С учителем говорил, я говорю, что не верят. Мамочки, естественно, говорят, наши дети не могут. Это любая... Как это обычно бывает, да? Да. Вот. И он был вынужден просто драться с ними. Он дрался с ними в течение долгого времени, каждый день, и в конце концов они отстали. Чаще всего я советую ребятам найти того доверительного взрослого, к кому ты обратишься, да? То есть, как правило, это бывают либо родители, либо тот значимый взрослый. Вот вы были им. Это должны родители. Какие же действия должны быть значимого взрослого? Нас же смотрит миллионный человек. Нет, родители. Можно, конечно, сейчас можно кого-нибудь спихнуть. Нет, а вот в тот момент какие были ваши действия? Еще раз я объясняю. Я ему сказал, чтобы он это решал в семье. В семье, прежде всего. Потому что там есть отец, там есть мать. То есть семья полная. Вот, отец у нее нормальный человек. Вот, и как я потом понял, что он тоже ему в этом помог. Слушай, ну вот, собственно, как я и предполагал, да, понятно, что если там конфликт, буллинг, травля происходит там в стенах школы, то ключевая роль отводится, педсоставу, да, педагогам, понятно, администрации школы. Да. Если администрация контролирует ситуацию в школе, она с этим разберется. Школа должна все-таки воспитывать, понимаешь? Должна, конечно, должна. Но не надо сваливать все на школу. А то в семье говорят, пусть разбирается во всем школа. В школе говорят, давайте в семье занимайтесь воспитанием ребенка. Значит, и в итоге получается, что воспитанием конкретного данного отморозка не занимается никто. При чем тут отморозок? Я же про конкретный случай говорю. Нет. Детей, я еще раз утверждаю, что любого ребенка должен защищать его родные, его родители. Родители всегда должны стоять. Я слышал 100 раз, да, когда родители защищают даже самого явного. Он уже рецидивист, у него уже 3 ходки, но они все равно утверждают, что он не такой, что его сбила с пути плохая компания. Руслан, подожди, ты сейчас говоришь про взрослого человека. Вот нужно отсоединять. Взрослые преступники вырастают из маленьких волчат.
Маленькие волчата которые вот не так вот становятся. травят в школе там одноклассников или кого-то волчата, еще. Они вот как раз и становятся волчатами, потому что их родители не любят. Вот то, о чем мы говорили, да, как раз, вот если вот такого агрессора, садиста или волчонка не пресечь, хотя бы там в школе или в другом месте, он вырастает уже в нормального взрослого преступника. Пресечь это Надо не значит вовремя наказать. принимать меры, вовремя это пресекать, выявлять. Вот тогда будет это результат. одно. Вот сейчас вот давай еще раз поговорим. Мы продолжим этот разговор. Наказывать. Мы продолжим этот разговор. К буллингу отношения у всех разные, как и разные реакции на стресс. Кто-то переживет и забудет, а кто-то получит психологическую травму на всю жизнь и, возможно, захочет отомстить и возьмет в руки оружие. Как студент из Крымской Керчи, от нападения которого год назад, в октябре 2018 года, погибли 20 и было ранено 50 человек. Тогда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что из-за бедности стрелка постоянно унижали одноклассники. В Башкирии тоже есть своя криминальная хроника, когда дети, устав от школьных унижений, переступали крайнюю черту. В этой истории 20-летний Вячеслав Фостий и жертва, и агрессор. 5 лет назад он признался в убийстве 10-летнего мальчишки с соседней улицы. Мотива не было. Ребенок был аутистом, ни с кем не общался. Но допрос за допросом в кабинете следователя, и Слава не выдержал и проговорился. Он устал от бесконечных издевательств со стороны одноклассников. Травля переросла в сексуальное насилие. Замечать этого никто из взрослых не хотел и не заступался. И он выместил свою злобу на еще более слабом. Залетает этот Постников с улицы ни с того, ни с сего, начинает меня упасть туда-сюда, этот. Что значит упасть? Бить. Вот стенка стоит, за стенкой он меня бьет, и за другой стенкой сидит этот физрук. Просто потом он ушел, я выхожу, он просто спрашивает, что случилось. Я просто молча ушел и все. А почему ты не жаловался? Кому? Он и учителям? Да это бесполезно. Потому что они никакие меры не принимали. Ну что толку, они вызовут директор поговорить с ними. Тот потом прибегает, что ты бегаешь, ходишь, жалуешься. За убийство Славу осудили, учтя смягчающие обстоятельства. 2 месяца назад он вышел на свободу. Его обидчики, одноклассники были наказаны жестче. Как выяснили сыщики, Фостий был не единственной жертвой в их списке. Уголовное дело возбудили и в отношении тогдашнего директора школы. Свидетелей издевательств над Фостием нашлось много. Следователи доказали, педагоги могли пресечь травлю, но не сделали этого. Я сама об этом только, когда вся деревня загремела, уже вот после этого случая, я только сама об этом узнала, вот, и в шоке сама была. У них есть родители. Какие родители, такие дети. Несмотря на наказание, педагоги остались работать в той же школе. И младший брат Славы сразу ощутил их особое отношение к себе. Из-за брата меня считала таким же, как он. Что я таким же стану, то что я туда же попаду, куда и Слава. Мы заходим вместе со Славой в его родную школу. Он хочет увидеться с учителями, поговорить, возможно, лучше понять их и себя, но, увы, встречает жесткий отпор. Почему вы заходите в школу? Выйдите, пожалуйста, молодой человек. Здравствуйте. Выйдите, пожалуйста, молодой человек. Его история, кажется, здесь никого ничему не научила. Хоть бы вот один учитель прошел бы, поинтересовался у меня, как дела, освободился, там, с освобождением, туда-сюда. Как здоровье, как самочувствие, как мама там поживает, папа, братишка. Но этого никто не делает, и всем пофигу на это. Спустя 4 года после событий в Кудеевке случилось ЧП в Стерлитамаке. Какой-то пацан с ножом бегал в школе. Утром 18 апреля 2018 года подросток, ученик коррекционного класса, зашел с канцелярским ножом в кабинет информатики, где находились его одноклассники. Первой же попавшейся девушке он порезал руку, на ее защиту бросилась педагог и получила удар этим же ножом. Оказалось, подросток планировал завершить самоубийством свое нападение и начал разливать приготовленное горючее вокруг себя, которое и поджег. Из-за начавшегося пожара одна из учениц выпрыгнула в окно со 2-го этажа и получила травмы. К счастью, все остались живы. В ходе расследования выяснилось, что директор школы знала о намерениях подростка. Ее обвинили в халатности, и сейчас дело рассматривается в суде. Мотивом агрессивного поведения 17-летнего ученика стали систематические издевательства со стороны одноклассников. Он был признан психически больным и направлен на принудительное лечение.
Он был глухой на одно ухо и тугоухость на другое. Из-за этого над ним очень часто издевались его одноклассники, дразнили, то есть могли подойти со стороны, если не ошибаюсь, правого уха, которого как раз не слышит, и что-то ему говорили. Обзывали его, так скажем, лицом кавказской внешности и так далее. Из-за этого у мальчика случались срывы, и из-за этого, скорее всего, именно такая ситуация и произошла. Марина, наверное, у вас есть результаты, что произошло позже, как бы кого наказали, как-то изменилась ситуация в самом селе? После, по результату прокурорской проверки, директор была понижена в должности своей, она была учителем, насколько я помню, английского языка. И остальные виновные, которые могли предотвратить, были привлечены к дисциплинарной ответственности. А позже, на основании приговора суда, директор была привлечена к уголовной ответственности за халатность. Как раз-таки за то, что они могли предотвратить эту ситуацию, но ввиду своего вот этого бездействия, неисполнение своих обязанностей, вот эта ситуация получилась. Марина, у меня такой вот системный важный вопрос. Да. Насколько законодательство Российской Федерации способно защитить права несовершеннолетних? Законодательство достаточно способно. Инструментов? Конечно, инструментов достаточно, но человеческий фактор. Кто-то хочет работать, хорошо работает, а кто-то бездействует. Вы сейчас кого имеете в виду? Педагогов? И это могут быть и педагоги, и руководители образовательной организации, и сотрудники. Отдельные граждане, конечно, да, которые могли стать свидетелями, наблюдать за процессом. Конечно. Сотрудники ОДН. Бездействие. У нас же всегда описывается неправомерные действия, либо бездействие в данной ситуации, когда ребенок остается в опасном положении. Вы знаете, очень много упирается в родителей. И когда родители категорически отказываются признавать вину своего ребенка, который явно является агрессором, хамом и даже, возможно, садистом, с этим часто приходится сталкиваться. Что с ними делать? Что в этих случаях делать? Прокурор, он надзирает за органами, а органы системы профилактики, они могут и работают с родителями, которые ненадлежащим образом выполняют свои родительские обязанности и имеют возможность привлекать их к административной ответственности. То есть для этого у нас есть комиссии по делам несовершеннолетних. Давайте их назовем, да, эти органы профилактики. Кого мы имеем в виду? Ну, в данном случае у нас с родителями и с детьми напрямую работают комиссии по делам несовершеннолетних. Они есть в каждом муниципальном районе. Есть республиканская комиссия. Сотрудники органов внутренних дел, это подразделение по делам несовершеннолетних. Да. Органы социальной защиты населения. Органы опеки. Органы опеки. Они должны работать вот с этими несовершеннолетними семьями, которые оказались в трудной жизненной ситуации, потому что если семья оказалась в трудной жизненной ситуации, то, соответственно, она нуждается в помощи. И они должны выявлять такие семьи, знать о них и работать с ними. Вот смотрите, в свое время, раньше, да, в каждом образовательном учреждении, ну почти в каждом, был сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних. Сейчас Минобразование стремится к тому, чтобы в каждом образовательном учреждении был штатный психолог. Ну, насколько это получается сказать сложно, на 40% укомплектованность, да? Вот как с этим ситуация? Получается? Это влияет на ситуацию в школе? Конечно, органы прокуратуры, когда проводят проверку, они обращают на то внимание, укомплектована ли образовательная организация штатом психологов необходимых, социальных педагогов, которые должны как раз-таки такую профилактическую работу проводить с детьми на предупреждение правонарушений детей. На профилактику? На профилактику, да. На профилактику. Все-таки я скажу по поводу психологов. Понимаете, если психолог 1 на 600 учащихся, а классные руководители все делегируют ему ответственность, это не работа. Это не работа. Классный руководитель, я повторяю, еще раз говорю, классный руководитель, самый близкий человек, который видит изменения у ребенка в течение всех дней, когда ребенок приходит в школу. И именно классный руководитель отвечает за психологическую безопасность. Давайте все-таки эта фигура является ключевой. Ирина, с классным руководителем, да, ребенок пришел с температурой, она же сама ему аспирин не дает, конечно, она вызывает врача. Здесь должен быть тот же самый или модельный родителям, подход. Что у ребенка да, что-то переговорить плохо, с родителями, возможно, посоветовать, чтобы обратились к психологу, переговорить с самим ребенком, возможно, с другими учителями. Но вот, скажем так, европейская практика показывает, и это вот мое личное убеждение, что должны быть психологические службы
вне У школы. меня к вам такой вопрос. Вы давно уже занимаетесь с ребятами и с ребятами из трудных семей, так называемых. Скажите, в вашем коллективе детей бывали случаи буллинга? У нас с этим строго, то есть у нас нет каких-то внутренних разборок, это запрещено. Вот по поводу, кстати, психолога в школе, мне кажется, нужно вернуться все-таки к советской системе, которая была в свое время. И не психолог должен быть, а представитель полиции. Его хотя бы будут бояться. То есть некоторые дети не будут совершать проступки просто из-за одного страха, что этот человек может тебя забрать в полицию. Это срабатывало в свое время. То есть я не говорю, что это все проблемы решит, но часть проблем это все-таки решит. Можно сделать параллельно там психологи, представители полиции. Спасибо, мы вернемся к разговору через несколько минут. Информация о том, что горячие телефонные линии для детей в Башкирии замолчит совсем или не будет работать по ночам, не на шутку встревожила общественность. Ведь большая часть звонков по самым тяжелым случаям поступает именно в это время суток. Дело упиралось в финансирование. К счастью, выход нашли. Теперь ищут возможность обеспечить каждое общеобразовательное учреждение психологом. Пока укомплектованность не превышает 40%. Какие меры профилактики буллинга и его последствий сегодня запланированы в регионе, расскажем в нашем материале. О буллинге в Башкирии на самом высоком уровне заговорили еще в феврале на первом форуме школьного образования «Взлетай». Глава региона призвал педагогическое сообщество сообща бороться с этим злом. Когда наши дети преследуются, когда над ними издеваются, эти факты должны стать для нас просто из разряда ЧП, и мы должны вместе с вами продумать, как с этим бороться и что нам для этого сделать. Весной сотрудники Института развития образования по предложению Общественной палаты Башкирии опросили более 20 тысяч школьников и более 3 тысяч учителей. И некоторые результаты стали для общественности откровением. Зарождается это явление в начальных классах. Для нас это было таким неким открытием, потому что мы все-таки предполагали в начале работы, что это проблема старшеклассников. В ходе опроса выяснилось, что почти каждый 8-й педагог сталкивается с ситуацией буллинга постоянно, а 30% учителей не сталкивались с ней ни разу. Сегодня Институт развития образования разработал программу курсов повышения квалификации для педагогов. Да? Но сколько может охватить институт? Вот, скажем, даже за 2-3 месяца. Мизер. Эту работу нужно проводить своевременно, потому что психологи говорят, последствием самым печальным может стать суицид. Детский телефон доверия. Здравствуйте. Я вас слушаю. Уже 9 лет в Башкирии работает детский телефон доверия. За это время сюда поступило более 9 миллионов звонков. По номеру 8 800 2122 дети и родители могут бесплатно получить квалифицированную помощь. Кроме этой службы, в каждом районе работают центры «Семья». Кроме оказания индивидуальной психологической помощи в форме консультирования и групповой работы, у нас большим откликом у населения пользуется услуга «Семейная медиация». Это работа с конфликтами между супругами. И с недавнего времени мы реализуем общественно значимый проект доверия, в рамках которого мы ставим целью профилактику жестокого обращения и реабилитацию детей, подвергшихся насилию. Насколько я понимаю, все-таки агрессор пока не поймет, что он получит какой-то ответ, Абсолютно. либо сдачи, либо реакцию вот этого школьного коллектива, он не остановится. Руслан, а вот здесь самое первое. Я согласна. Самое первое, это должны знать, как дважды два 4, каждая администрация образовательного учреждения. Как только выявляется факт насилия, я не буду говорить сейчас о формах, буллинг там и так далее, первое, что должны сделать, пресечь, приостановить здесь и сейчас. Давайте резюмируем наш сегодняшний разговор. Ирина, пожалуйста. По поводу травли. Что прежде всего нужно делать? В принципе, вы уже об этом говорили. Да, оздоравливать среду в школе. Оздоровление среды в школе. И действительно, педагогам тогда будет легче. Они будут больше, конечно, заняты на профилактические мероприятия, но это даст свои плоды. И тогда вот этих каких-то выходящих за пределы какой-то грани поступков, их будет меньше в такой школе. Марина. Нужно очень правильно и грамотно, чтобы органы системы профилактики выстраивали свою работу с детьми и работали на
именно занимались профилактикой, а не то, что уже потом работать с детьми, которые что-то совершили, чтобы они работали над тем, чтобы не допускались такие ситуации. Спасибо. Отец Виктор. Профилактика в 3 направлениях. Родители, педагоги, школьники. Тогда что-то можно будет сделать. Открытые встречи с учащимися, со школьниками, приглашать туда, допустим, разных людей и ветеранов локальных войн, то есть чтобы ребята видели какие-то яркие образцы для подражания, и чтобы именно мужчина рассказал ребятам, будущим мужчинам, кем должен быть ты на самом деле. Понятно. Ну, ладно. В решении проблемы буллинга в первую очередь уйти от оценок, осуждений и поиска виноватого. Мы должны понять, что сам по себе ребенок – это зеркало того, той среды, вот чему ему показали, как защищаться и жить в этом мире. Он эти модели, он не придумал их сам. И услышьте меня, пожалуйста, дети и сегодня, и завтра будут сигнализировать своими поступками о том, что мы, взрослые, не знаем, что мы делаем не так и где мы себе врем. Детей легче всего обвинить. А потому что у нас есть право голоса, а у них нет. Решение проблемы буллинга в России в том числе – это проблема изменения каждого из нас взрослого, и в том числе меня. Уважаемые гости, спасибо вам за честный и предметный разговор. До свидания. До свидания. Меня, знаешь, Руслан, что сегодня зацепило в нашем разговоре, что задире, вот этому агрессору в школьной травле тоже нужна помощь. Не порицание, не наказание, а помощь. Знаешь, какая? Его нужно увлечь чем-то интересным. Успешно реализованный ребенок никого обижать не будет. Вот в чем выход, Слушай, мне кажется. Алсу, конечно, удивительно, что после получасового обсуждения ты так и остаешься идеалистом, да, в этом вопросе. Успешно реализованный ребенок, во-первых, надо его научить, чтобы он не давал себя в обиду и умел давать сдачи. То, что касается сочувствия агрессору, то бывает ситуация, когда уже надо ремнем его воспитывать, понимаешь? Но очень важно в любом случае, чтобы в такой ситуации рядом оказался адекватный и авторитетный взрослый, который вмешается. Это да. Тогда просто должны учителя, педагоги в школах хорошо знать свое дело и быть такими наставниками, как, допустим, отец Виктор, который сегодня был. И тогда, наверное, было бы меньше этой травли. А то некоторые учителя, знаешь, любят посамоутверждаться за счет детей. Все мы родом из детства, да, и на самом деле действительно вот эти вот агрессоры, они просто самоутверждаются за чужой счет таким образом, да. И вот вспомни такой хороший советский фильм «Чучело», да, где одноклассницу, дочку Пугачевой, одноклассники затерроризировали из-за того, что она была не похожа на других, на них. Но в любом буллинге, это мое личное мнение, виноваты все-таки взрослые. Мы в ответе за тех, как говорится, кого родили. Мы за все в ответе. Тебе слово. Стая травит белую ворону только потому, что она не похожа на них. Классика жанра. От советского чучела до американского Джокера. Не вчера это началось и не завтра кончится. И армейская дедовщина, и взрослое линчевание в соцсетях по всякому поводу – все оттуда, родом из детства. Да, дети жестоки от природы, потому что не ведают, что творят. А вот дальше все зависит от взрослых, от воспитания, отношения к ребенку в семье и, самое главное, равнодушных. Равнодушные учителя, занятые только собой родители, пофигисты-одноклассники, которым лишь бы их не трогали. С их молчаливого согласия происходит самое постыдное, уродующее души как жертв, так и их мучителей на долгие годы, а то и на всю жизнь. Бойтесь равнодушных и не будьте ими. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.